Все, двойной сплошной. Вот так вот. Максимально быстро уходим от Оршского рынка. Ну все, заправляемся на 500 сомов и начинаем рабочую смену. 500 сомов должно хватить мне сегодня на смену. Раньше я заправлялся в Red Petroleum. После покупки этой машины начал заправляться в Бишкек Petroleum. Мне кажется, что бензина Бишкек Petroleum, она чуть лучше, чем Red Petroleum. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Сегодня 11 октября, воскресенье. Вышел я на работу в 9 часов, заправился на 500 сомов, на 200 сомов положил единицы. Расход уже составил 700 сомов. Планирую заработать сегодня грязью 2000, чтобы чистыми оставался 1300. При этом, если я не буду ни пить, ни есть на улице. Также я позвонил в Намбу, не взяли трубку, решил написать по WhatsApp, ответили, дали другой номер, звоню, не берут трубку. Видимо, человек вчера был на митинге, до сих пор спит. На улице погода хорошая, но народу очень мало. Такое ощущение, как будто сегодня 1 января. Надеемся только на лучшее, что будут сегодня заказы. Что касаемо Намбы, будем снимать, буду работать только на экономии, буду снимать Намбу и Яндекс. Что лучше? Комфорт Плюс уже Намба доказала то, что в Намбе лучше, чем в Яндексе. Люди в Яндексе до сих пор пользуются только экономом, так как понимают, что Яндекс, она дешевая. А в Намбу звонят только ради комфорта и Комфорт Плюса. Поэтому я думаю, на экономии в Яндексе будет лучше, а в Намбе Комфорт и Комфорт Плюс будет лучше. Это чисто мое мнение. Ну все, мы начинаем работу. Если вам понравилось это видео, ставим палец вверх. Если не понравился, палец вниз. Если есть вопросы, пишем в комментарии. Я с удовольствием отвечаю на все комментарии. Вам пожелаю приятного просмотра, а мне удачной смены. В общем, Намба, общаясь через WhatsApp, я написал: здравствуйте, хочу устроиться на работу со своей машиной. Он написал сначала здравствуй, я что-то охренел, думаю, ни хрена себе здравствуй. Потом он удалил сообщение и написал: здравствуйте, на этот номер позвоните. Все хорошо, позвоним. Больше часа ждал первый заказ, она поступила. Поехал я с Трузбека в Бишкек, но слава богу, с цепочкой упал сразу же. Следующий, второй заказ. Блин, долго ждал, очень долго ждал первый заказ. Вот так вот. Сейчас еду на второй заказ, почти приехал. Приехали мы с вами с Бишкека на собачий рынок. Если честно, я не знал, что есть собачий рынок. Вот так вот. Народу очень много. Это был второй заказ на 67 сомов. А на Оршском рынке пробки. Мне показалось что народу очень мало на улице. Оказывается, все оставили свои дела и приехали на Оршский, чтобы находиться здесь, где народу побольше, так скажем. Блин, никто не хочет пропустить, Лю. Что за народ на Оршском? Могли бы и пропустить. Все, двойной сплошной. Вот так вот. Другого выхода нет здесь. Пересекли мы с вами двойную сплошную. Вот так вот. Как я, вот так надо и пропускать. Чего они не хотят пропускать? Вот так. Максимально быстро уходим от Оршского рынка. Неужели поступил вот такой заказ на сумму 173? С московских Калгакиева приехали в Акпасуго. Так, выполнил 3 заказа.
Так, 3 заказа на сумму 345 сомов грязными. Вот так. Без дачи побою. Так, мама. Папа. Так, 4, 4, вот мой дахшам кетип калыптыр да. Жети жүз сом. Все макул акча. Поступил следующий заказ с глобуса с Ахпосово, все вы знаете, наверное, в Кокджар, в село Кокджар. Пассажиры сказали, давайте мы отменим заказ и заплатим вам 250 сомов. А что, так можно было, что ли? Ну, я, естественно, согласился, но прежде чем согласиться, по пассажирским приложениям я проверил, поездка составляла 236 сомов. Конечно, без комиссии 250 сомов я согласился. А как сделали бы вы? Напишите в комментариях, согласились бы или поехали бы по счетчику. Время 17:08. Выполнил 7 заказов. 2 часа сижу, жду заказ. В общем, планировал заработать 2000. Не получилось. Заработал всего лишь 1050 сомов. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло.